Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели», в студии журналист Белла Кварчия. 14 июня группа парламентариев, представляющих Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, посетила Пицунда-Мюссерский заповедник. Депутаты поставили перед собой задачу оценить непосредственно на месте точность границ заповедника и карты, в которой эти границы отражены. Как соотносится содержание карты со строительством там различных объектов, мы позже обсудим с гостем в нашей студии. А сейчас коротко о том, какие еще события произошли на этой неделе. Ирина Аршба продолжит выпуск. Всю неделю в Сухуме шли проливные дожди, в результате которых реки Басла, Адзапш и Гариквара вышли из берегов и подтопили близлежащие территории. На улице Щеглова вода поднялась до вторых этажей домов. Некоторых людей из этого района сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать на лодках. В этом году по комплексному плану предусмотрена очистка рек Басла, Адзапш, Гариквара, а также Маякского озера. По словам специалистов, это существенно улучшит ситуацию во время ливней. 13 июня прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней девочки 2003 года рождения Астамуром Северяновичем Джапуа 1981 года рождения. Дело возбуждено на основании заявления матери несовершеннолетней. Принимаются меры по задержанию Джапуа и обнаружению его автомашины. Последнее место работы Астамура Джапуа – ГСО. Но, как сообщил начальник службы государственной охраны Тарбердене, 8 июня на основании поданного заявления Астамур Джапуа был уволен с государственной службы охраны. Парламент Абхазии ратифицировал протокол о реструктуризации железнодорожного кредита. В марте 2017 года абхазская и российская стороны подписали документ о реструктуризации двухмиллиардного долга до 2029 года. Согласно новому документу, сумма годовых выплат с 316 миллионов рублей снизится до 109 миллионов рублей. По мнению депутатов, ратификация протокола в значительной степени облегчит нагрузку на республиканский бюджет и даст республике возможность выполнить свои обязательства перед Российской Федерации. Легализация наемного труда и обеспечение мер по выявлению незарегистрированных фирм и физических лиц, занимающихся незаконной деятельностью по обслуживанию туристов, а также особого внимания налоговиков в период курортного сезона требуют сферы торговли, общественного питания и услуг в местах массового отдыха, отметил министр по налогам и сборам Даур Курмазия на пресс-конференции в Арс-Мира. Министр рассказал о задачах, стоящих перед налоговыми органами по исполнению доходной части бюджета страны, намеченных мероприятиях по выводу из тени субъектов, занятых в туристической сфере. В прошлом году налоговые поступления пополнили государственную казну больше, чем на 2 миллиарда рублей. В этом, по прогнозам министерства, ожидается чуть меньше 3 миллиардов. Кроме того, по словам Курмазия, самыми крупными налогоплательщиками, образующими бюджет страны, являются сотовые компании, рыбоперерабатывающие предприятия и другие объекты. При этом министр рассказал о тех, кто по каким-то причинам не платит или не может платить налоги. Общая сумма задолженности составляет 437 миллионов рублей. В Министерстве иностранных дел России состоялись очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации МИД Абхазии и МИД России. Абхазскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Даур Кова. Обсуждался широкий круг вопросов двусторонних абхазо-российских отношений, а также тематика предстоящего 40-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который состоится 20-21 июня. С 20 по 22 июня в Сухуме пройдет 3-й международный фестиваль Фазиля Искандера «Стоянка человека», который откроется вечером спектаклем «Софичка» в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. В спектакле участвуют студенты театрального института имени Щукина. Фестивалем предусмотрен ряд других мероприятий, в числе которых показ художественного фильма «Софичка» режиссера Киры Коваленко в эфире абхазского телевидения. Спустя 72 года стала известна судьба 21 жителя Абхазии, пропавших без вести в Великой Отечественной войне. В конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» состоялась передача родственникам сведений об узниках концентрационных лагерей, местах их пленения и гибели. Проект возвращения имени был создан 2 года назад. В Абхазии он работает всего лишь год. За это время проект добился немалых успехов в установлении исторической справедливости. 8 тысяч жителей Абхазии, ушедших на фронт, считаются пропавшими без вести. Проект возвращения имени включает поиски 320 человек на основании найденных немецких документов.
В Абхазии создана Федерация всестилевого карате. Этот вопрос обсуждался на встрече вице-президента Республики Виталия Гавня с представителями Федерации карате Абхазии и Российского союза боевых искусств, президента Федерации Шотокан КЗХ. По словам вице-президента, спортсмены, занимающиеся всеми стилями карате, не могут решать в одиночку все проблемы, связанные с выходом на международные соревнования. Поэтому Виталий Гавня предложил создать Федерацию всестилевого карате, председателем которого избран президент Федерации карате до Абхазии, депутат парламента Ахра Абухба. Обозначить четкие границы Пицунда-Мюссерского заповедника и создать точную карту ее территории. Такое решение приняли депутаты парламента республики из Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Именно с этой целью группа депутатов выехала в Пицунду 14 июня. Подробности напомнит Нисфа Аршба. Заповедных мест, где оберегаются и сохраняются редкие ценные растения, животные, уникальные природные зоны, в Абхазии много. Пицунда-Мюссерский заповедник – один из них. Но у этой заповедной зоны нет карты. Для того, чтобы четко установить ее границы, нужна новая схема. А это привлечение специалистов, смета и, конечно же, финансы. С 2012 года мы как горох об стену бьем, и ничего мы не смогли сделать. Я вам могу показать вот даже план мероприятий по сохранению Пицунда-Мюссерского госзаповедника. Понимаете? Вот этот месяц, этот план сметы мы составляли. Возглавлял тогда бывший вице-премьер Страничкин. Но знаете, есть такая поговорка. Получил, говорит, я ваше письмо, но там, где вы деньги просите, я не получал. Почему-то, видимо, кому-то это интересно или неинтересно, может быть. Вот эти все дела как-то на тормозах спускались. Вот эту территорию сейчас смогут определить по этой карте? Ориентир дает. Это видно, что морская сторона, здесь ничего не должно быть, идет это полностью заповедник. Повышенное внимание Пицунский заповедник к себе привлек совсем недавно, и связан он был с незаконным строительством объектов отдыха. Факт вызвал в обществе большой резонанс, но мало кто знал, что у этой заповедной зоны нет карты, четко определяющей ее границы. Более того, здесь нет даже ограждения. Кое-где еще остался сеточный забор, но и он в плачевном состоянии. К примеру, эта уютная Апацха на самом берегу моря к территории заповедника не относится. Она за ее пределами. Чего не скажешь об интересном интерьере и самом входе в заведение. Они-то как раз пролегают через заповедную территорию, на ней и находятся. Другого пути к кафе нет. Та же история с лодочной станцией и другими постройками советского периода. Закон о заповедниках есть, и этот закон для всех. Для всего гражданского населения, для всего гражданского общества. Не только для заповедника или для администрации заповедника он написан, принят. Этому закону должны подчиняться и следовать все. В заповеднике любая какая-то хозяйственная деятельность запрещена. Вот эти вот строения были за пределами заповедника построены, но потихонечку они начали осваивать какие-то территории, как зоны отдыха. Для обслуживания этих объектов необходима дорога, им продукты нужно привезти, что-то, ну для обслуживания будем говорить. И это запрещено законом. У единственного заповедника Абхазии, находящегося в прибрежной зоне, нет ограждений. И получается, что любой желающий может не только сюда зайти, но даже заехать и строить здесь увеселительные заведения. 205 гектаров, на которых произрастают уникальные реликтовые сосны, потихоньку превращаются в зону развлечений и активного отдыха. Этот грузовик, груженный камнем, на территорию заповедника въехал без проблем. Даже увидев внушительную делегацию из депутатов парламента, специалистов различных ведомств и лесничих, прекращать свое дело он не собирался. Лишь при требовании показать документы, разрешающие здесь находиться, вышел из себя. Как оказалось, его небольшое кафе расположено на береговой зоне. Как раз сейчас он приводит его в порядок, укрепляет фундамент. Работы на этом объекте в самом разгаре, и строится он по всем правилам современного гостевого дома. Плитку укладывают впритык к реликтовым соснам, кое-где подрубив их корни. Таких примеров здесь много. Рассказывать о каждом нет смысла. Все они похожи одна на другую. Важно лишь то, что дальше так продолжаться не может. А чтобы изменить ситуацию, необходимо приступить к созданию карты границ заповедника, согласно которой и установить заграждение.
все это время, да, до сегодняшнего дня, начиная с той поездки, мы в какой-то степени изучали материалы, ситуацию и хотим определить реальные предложения и действия, которые можно сделать на сегодняшний день для предотвращения в дальнейшем вот таких незаконных построек. На наш взгляд, да, с учетом мнений также специалистов профильных, в срочном порядке нужно делать забор. В ходе поездки выяснилась еще одна деталь. Руководство заповедника не может никак повлиять на ситуацию. Все полномочия переданы экологам, так что сотрудники охраняемой зоны, лишенные всех механизмов воздействия, обязаны лишь констатировать факт нарушения и передать информацию в управление экологии. Уже в самое ближайшее время члены парламентского комитета хотят встретиться со специалистами самого разного профиля, чтобы детально обсудить создавшуюся ситуацию. Каждый из них понимает, тянуть и дальше нельзя. Нужно спасти заповедник, и они готовы это сделать. Низ Фарш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Как сохранить заповедники Абхазии? Прекратить незаконное строительство на территории Пицунда-Мюсерского заповедника? И насколько для этого необходимо создание карты этой природоохранной зоны? Мы обсудим с депутатом парламента Абхазии, зампредседателя Комитета Народного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Гиви Кварчия. Здравствуйте, Гиви Анатольевич. Добрый день, Бела Владимировна. Проблема Пицунского заповедника, она как бы не раз оказывалась в центре внимания общества нашего. Последний раз, 25 апреля, Пицунский заповедник посетил президент нашей страны. И после осмотра объектов незаконного строительства, гостиничного комплекса в частности, эта тема вновь как-то вот оказалась в центре внимания общественного интереса. А уже 14 июня группа парламентариев, в частности представителей вашего комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, также отправились в Пицунду. И вот, как говорилось в сюжете, который мы смотрели ранее, спецрепортаж Низ Фарш, задались целью на месте непосредственно изучить ситуацию для того, чтобы в итоге создать карту местности, которая огораживала бы территорию заповедника. Я в связи с этим хочу спросить, раньше такой карты не было? То есть люди не знали, что им там нельзя строить? Так получается? Карта существует у администрации заповедника, как из репортажа мы все видели. Она была предоставлена, но она четко не показывает некоторые участки, то есть границы заповедника. В некоторых случаях, когда были даны разрешения на постройку объектов легкой конструкции, не того гостиничного комплекса, которого вы упоминали, там еще есть ряд объектов, которые давно уже стоят несколько лет. Эта карта как бы получалось, что ее не было, да, при интересе соответствующих органов. Гиви, я просто не поняла, то есть она была вот местами очерчена, местами не очерчена, я так понимаю, как? Эта карта, как по словам специалистов, да, картографов, она не в том масштабе, чтобы определять четко границы заповедника. Это первое. То есть при нынешних технических средствах, то есть можно четко определить до 10 сантиметров границы заповедника, чтобы уже иметь какое-то обоснование, допустим, в суде. Как вы знаете, сейчас ведет дело прокуратура, да, дальше передается в суд, уже передано вернее, и будут слушания по этому делу. Но при отсутствии карты, да, то есть доказательная база будет хромать. Поэтому по нашим оценкам, да, комитета, то есть карта нужна и сейчас, и в будущем тоже, да, для избежания таких инцидентов. Это первое. И также второе, для чего это нужна эта карта, по периметру, чтобы огородить весь заповедник, то есть забором, как он и был в старое доброе советское время, да. Вот о заборе. Кстати, о заборе я лично как журналист слышала об этом не раз. То есть я и делала репортажи. Кстати, хочу показать вам один из них, который я сняла еще в 2015 году, где директор Мюсерского заповедника подробно говорил, зачем нужен этот забор. Давайте мы сейчас посмотрим сюжет, а потом дальше поговорим. Пожалуйста.
Приезд комиссии – реакция на письмо руководства Пицунда-Мюссерского заповедника о возобновлении строительства различных кафе и баров на территории природоохранной зоны. Застройка наносит непоправимый вред заповеднику, в частности, знаменитой сосновой роще, говорят специалисты. С каждым годом стройка захватывает новые десятки метров, проникая вглубь заповедника. Строители разрушают старое ограждение, обычную металлическую сетку, которая призвана очерчивать границы заповедника. Визит комиссии был воспринят нарушителями, мягко говоря, недоброжелательно. То, что застройка идет сегодня, это пагубно влияет на заповедник. И потом сосна вот эта подвержена, она не любит задымленность. Здесь вот кафешки поставили, мангалы ставят, а это дым. Вот все это влияет вредно на сосну. Сегодня не будет сосны нашей, Пицунский курорт отпадет. Пицунда-Мюссерский заповедник – единственный в Абхазии, расположенный в прибрежной зоне. Это делает его лакомым кусочком для людей, стремящихся быстро и эффективно заработать. Заведения функционируют в курортный сезон. Все остальное время они простаивают, причем зачастую вокруг них неприглядная картина – антисанитария. Руководство заповедника говорит о необходимости скорейшего вмешательства государства в решение этой проблемы. Надо кардинальные меры какие-то принимать. В 1966 году вот был забор, сейчас вы видите, нету этого забора. Эта сосна вся была огорожена. Специальные были тропинки, чтобы люди ходили. Тропинки были огорожены с двух сторон сеточным забором. И человек не мог просто так зайти туда или налево, или направо. 16,5 километров вот этот забор надо сделать. Иначе последствия будут плачевные. Еще в 2012 году была создана комиссия по сохранению Пицунского заповедника. В разработанной ею программе 16 пунктов, включающих в себя и строительство нового ограждения, очистку заповедника от зарослей и прочее. На мероприятие, как тогда рассчитали, было необходимо около 30 миллионов рублей. К делу так и не приступили. Для справки, на территории заповедника более 800 видов растений. Среди них много эндемичных, то есть произрастающих только в данной местности, а также и реликтовых деревьев, 20 из которых занесены в Красную книгу. Бела Кварчи, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Ну вот мы посмотрели сюжет, то есть проблема далеко не нова, в частности проблема вот этого ограждения, так называемого забора. Скажите, неужели она упирается, вот вся проблема упирается в этот забор? И почему она вот такая острая по сей день? Конечно, проблема не в одном только заборе. Давайте начнем с той поездки, внушительной, которую возглавлял наш президент по незаконным постройкам. Дела переданы в надзорные органы, как мы уже упоминали, то есть занимаются они. Но как нам предотвращать вообще в будущем такие незаконные постройки? И даже те, которые существуют, если с учетом наших реалий, мы все прекрасно понимаем, кто-то, может быть, сейчас не может сесть на бульдозер и снести по решению суда, допустим, если будет такое решение, некую постройку. Чтобы предупредить вот такие постройки в будущем, есть такая тенденция, хочу напомнить, вот этот забор один не решит проблему. Также администрация заповедника, функции которой, кстати, согласно уставу вышеупомянутого заповедника, входит в обязанности и охрана заповедника. Они должны руководствоваться положениями Лесного кодекса. Там четко прописаны их функции. Вот в последней нашей поездке, когда мы были в составе комитета, директор заповедника ссылался на то, что какие у нас права, что мы можем сделать в этом плане, то есть там и низкие зарплаты у штата. Все это понятно, это низкие зарплаты, но если внимательно почитать устав заповедника, там предполагается строительство рекреационных объектов. С этим можно поспорить вообще, это уже отдельные статьи устава, можно вопрос уже к Минюсту, когда они принимали в недавнем будущем, но там это четко прописано. И также, что касается центральной усадьбы заповедника, там, как мы все знаем из той же поездки, вот этой внушительной, там существуют номера. И согласно уставу, доходы от таких номеров или рекреационных объектов должны идти в бюджет самого заповедника.
И я это говорю к тому, что вот о низких зарплатах сотрудников. Также прописано, что заповедник может, то есть директор заповедника может назначать оклады, надбавки сотрудникам заповедника, да, по своему ведому, так скажем. То есть лесная охрана должна осуществляться сотрудниками заповедника, которые должны... Есть у них такие ресурсы? Людские, к примеру. Ну, надо что-то делать. Да? Если, допустим, вы работаете в администрации заповедника, под лежачий камень, как мы все знаем, вода не течет. Что-то тоже должна сделать и администрация заповедника. Это я к тому, что вот мы построим забор, допустим, да, ну, это не допустим, как бы у нас есть коммуникация с премьер-министром, да, с кабинетом министров, и они нас заверяют, что в ближайшее время, то есть работы начнутся, но одним забором без человеческого участия проблему не решить. Также нужно и привлекать технические средства, на наш взгляд, да, там IP-камеры, допустим, да, в какой-то степени это людей отпугивает, и также можно контролировать, каждый раз не выезжая. Мы готовы, вот, да, как депутаты парламента, комитета, там, неважно, более широко, если брать и многие депутаты, мы готовы выезжать, если сил администрации заповедника, допустим, не хватает в чем-то, какие-то там будут, ну, противодействия со стороны застройщиков, да, мы готовы выезжать, беседовать, но, естественно, там не получится круглосуточно охранять. Таким вот внушительным То есть вы делегациям. считаете, что руководство заповедника потеряло инициативу, хотя вот в сюжете я слышала, что они вроде отправили руководству страны около 16 пунктов, которые необходимо выполнить для того, чтобы нормально функционировал заповедник, чтобы он не загрязнялся, чтобы там не шла застройка. Вы видели вообще вот этот документ? Да, директор показывал нам документ, состоящий из нескольких пунктов. Ну, на тот момент правительство, видимо, не смогло изыскать средств, да, для осуществления этих пунктов. Но я хочу обратить ваше внимание, вот в том сюжете заезжал КАМАЗ, да, на территорию заповедника, вы все видели. Ну, там идет стройка такая, да, безбоязненная. Безбоязненная. Когда, остановив его, водителя, да, ну, простой абхазский парень, как бы, да, а мы его спросили, а кто тебе вообще разрешил сюда заезжать? Его ответ нас поразил. Лесничий, то есть это согласие лесничего. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть инициатива все равно должна исходить от администрации заповедника, как-то хотя бы препятствовать разрастанию вот этих таких объектов, я не знаю, запрещать въезд. Вот эта дорога, которая существует на территории заповедника, она асфальтирована. Она предназначена только для въезда пожарных машин в экстренных случаях, а не для общего пользования. То есть нужна какая-то инициатива от администрации заповедника. То есть, я так понимаю, создание карты, более точной карты, как вы говорите, это только первый шаг для того, чтобы защищать в дальнейшем Пицунско-Мусырский заповедник. Какой будет следующий шаг? Что еще, какой комплекс проблем вы намерены решать и вообще намерены ли не ограничиваться именно картой? Нет, если быть точнее, первый шаг будет строительство забора по тем участкам, которые определены, да, на данный момент являются более острыми, то есть чтобы избежать проникновения там транспорта и людей, которые там осуществляют логистику к тем объектам, которые там существуют на данный момент. То есть средства нашли на этот забор? Премьер нас заверил, что в скором времени, вот такой в среднесрочной перспективе, так скажем, да, в течение 2 месяцев работа начнется. Дальнейшие ваши шаги? Дальнейшие шаги, это, как вы уже упоминали, это составление карты точной и продолжение забора. Но также дальнейшие шаги, это контроль администрации заповедника за осуществлением, да, охраны самого заповедника. Также в уставе, хочу напомнить, прописано, есть такой пункт, это привлечение общественных природоохранных организаций. У нас, как вы знаете, если мы вспомним, да, период времени по самшиту, который был, к сожалению, мы его потеряли, большую часть.
Но тему подняли волонтеры-экологи, да, изначально, и они с большим энтузиазмом как бы производят действия, да, по сохранению природы нашей. То есть их можно привлекать. Нужна инициатива, и люди потянутся, и та же общественность и Пицунды, я думаю, тоже за сохранение заповедника. Потому что, если так гипотетически представить, заповедник, да, Пицунский, это локомотив туристической отрасли, да, как и Гагра, как и Рицинский национальный парк. А локомотив, простите за тавтологию, нашей экономики, согласно программам нашим и вообще вот, да, нашему видению, это локомотив экономики в целом Абхазии. То есть, потеряв, не дай бог, заповедник, мы останемся без основного направления нашей экономики. Еще хочу напомнить, да, очень большой лесной массив в поселке Дивноморское, да, на Черноморском побережье Российской Федерации, где стоят усадьбы там, и президента России, и патриарха Кирилла, и с той системой охраны, да, которая существует в России, вы понимаете. В 2014 году, в августе, там произошел пожар, и большой участок выгорел. Это была трагедия, да, для администрации вот, их заповедника. И если мы не предпримем меры сейчас по нашему заповеднику, опасность пожара, все мы прекрасно понимаем, очень высокая. И с нашими средствами, да, там, пожаротушения, так скажем, я очень сомневаюсь, что мы сможем остановить пожар, так как в России там и вертолеты привлекаются, и там намного больше развита пожарная система охраны. Георгий Анатольевич, а что касается вот этой прибрежной полосы, застройки пляжей, вот их состояния, вот эту проблему вы как-то не рассматриваете в своей деятельности? Конечно, эта проблема тоже затрагивается. Но что касается прибрежной полосы, которая примыкает к территории заповедника, да, если брать со стороны законодательства, администрация уже не заповедника, а Пицунды как бы имеет право давать разрешение на легкие конструкции, но на прибрежной полосе. Но что происходит в действительности? Логистика происходит через территорию заповедника, что запрещено. И также, допустим, канализации, всякие бытовые отходы, которые вследствие деятельности этих заведений, они также через заповедник все выносятся, как бы, да, и более того, все сливы, они идут или в море, или в заповедник. И есть аллея, да, как мы все прекрасно знаем, да, к заповеднику, где стоят торговые вот точки по двум сторонам. Что тоже там происходит? Элементарно, простите, нету санузла на всей этой аллее, и территория заповедника, к сожалению, страдает также из-за этого и из-за канализационных сливов. Когда-то в советское время там был общественный туалет, и там стояли точки всегда, мы не против как бы этих заведений, там сувенирных лавок и так далее. Но нужно это упорядочивать. Но это уже прерогатива администрации Пицунды. Может быть, на законодательном уровне как-то обязать владельцев вот этих объектов отвечать за окружающую среду на этой территории, где они расположены. То есть отвечать за порчу, там, не знаю, возможно, какой-то сосны, за санитарное состояние вокруг себя. Это возможно на законодательном уровне? Что касается законодательного уровня, у нас очень хорошо прописано и в Лесном кодексе, да, и в уставе заповедника о тех моментах, которые вы упоминаете. Это уже все прописано. Проблема, да, как мы все знаем, в нашей стране не столько отсутствие законов, а сколько их неисполнение. То есть у нас страдает такая надзорная часть, да, и контроль за исполнением законов. Конечно, некоторые законы требуют там доработок, но нам сперва нужно исполнять существующие законы. И в этой области, которую вы упомянули, у нас очень четко все прописано. И охрана, и близлежащая территория. И вот эта территория, которая
прилегает вообще к заповеднику, она считается охранной зоной, тоже имеет свои какие-то лимитированные виды деятельности, в том числе хозяйственной. Есть, конечно, там проблемы, но они не такие острые, как в самом заповеднике. Ну, люди, конечно, хотят зарабатывать, строят свои объекты, но со стороны администрации Пицунды это они должны обеспечивать сетями, допустим, канализации, там, уборкой мусора и так далее. Да. Есть проблемы, конечно, в этой сфере, но они не такие острые, на мой взгляд, как в самом заповеднике, и это первоочередная проблема. Вы просчитываете шансы на успех вот этой вашей идеи, вашей инициативы по поводу Мюссерского заповедника? Да, конечно, мы как бы с учетом наших реалий, мы прекрасно понимаем наши реальные возможности в правоохранительной системе. Конечно, да, мы во всех сферах жалуемся, да, на систему исполнения вообще решения судов и так далее. С учетом этого, поэтому мы пошли по тому пути, то есть это забор, это карта, это администрация заповедника с привлечением молодых, энергичных людей. Я надеюсь, они есть в достаточном количестве. И как бы использовать возможности заповедника, да, для наполнения внутреннего бюджета заповедника. Это те же экскурсионные маршруты, да, экологические маршруты, которые, согласно уставу заповедника, хочу напомнить, они разрешены и предусмотрены. Можно как-то, вот, если в государстве, допустим, да, бюджет не наполнен настолько, чтобы обеспечивать на полную мощность деятельность заповедника. Надо изыскивать какие-то возможности внутри, что-то делать. В ближайшее время вы планируете заседание комитета. Скажите, какие вопросы будете рассматривать? На заседании комитета мы хотим вот именно этого заповедника, да, вот то, что я уже перечислял, не буду повторяться, эти вопросы с привлечением профильных специалистов. Это и управление лесного хозяйства, и СЭС наша республиканская, также госстандарт, ну и, конечно, администрацию самого заповедника хотим пригласить, как бы, и обсуждать уже в широком кругу вот эти проблемы, но не только обсуждать, а пути решения, реальные пути решения, потому что у нас, как вы знаете, часто получается, мы много говорим, даже исходя из ваших вот прошлых репортажей, которые мы сейчас смотрели, сказано было много, предложено было много, но исполняется, к сожалению, мало. Мы все время говорим о Пицунском заповеднике, но у нас есть много других мест, которые также нуждаются в охране. В отношении этих объектов есть ли какие-то идеи, какие-то мысли, предложения у парламентариев? Ну, в наших планах, так скажем, есть еще посещение Рицинского национального парка, да, в частности, окрестности озера Рица. Но там не столько проблема стоит с незаконными постройками, как, допустим, в Пицунском, да, в Пицунском Мюссерском заповеднике. Там есть проблема, если быть точным, это очистных сооружений. Как бы мы хотим тоже поднимать эту проблему. И администрация самого Рицинского парка как бы тоже с пониманием относится к этому, ну как-то комплексно. И надо тоже заниматься решением этой проблемы. Это тоже одна из визитных карточек наших, Рицинский национальный парк, как мы все прекрасно понимаем. Также хотелось добавить вот в комплексе, да, проблем вообще с нашими заповедными особо охраняемыми территориями. Существует проект создания Кодорского национального парка. Это, да, конечно, отдельная тема, да, для разговора, но хотелось бы все-таки отметить, это, если мы осуществим этот проект, это будет такое некое вложение для наших будущих поколений. И территория, да, обычно в таких вот странах с хорошей экологией, заповедных зон имею в виду, около 10%. У нас на данный момент, с учетом существующих, она около 11%, там 10% с небольшим. Но если в теории, да, мы примем проект Кодорского национального парка, у нас будет 27% территории особо охраняемой, как говорится. Это будет очень хорошим вложением для нашего будущих поколений. Я надеюсь, что все задуманное получится, что все запланированное исполнится. И желаю удачи нашим парламентариям, нашей общественности во всех этих делах. И спасибо вам за интервью. До свидания. Всего доброго.
Напомню, что у нас в студии был депутат парламента Абхазии, зампредседателя Комитета Народного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Гиви Кварчия. И мы обсудили, как поможет создание карты Пицунда-Мюсырского заповедника решить проблему незаконного строительства на его территории. А сейчас к новостям субботы, 17 июня. Акция «Полка добра» стала первым проектом движения «Послы доброй воли Абхазии», которая совсем недавно была создана в Москве абхазской диаспорой. 17 июня в сухом маркете установлена полка с продуктами и предметами первой необходимости, не предназначенных для продажи. Все это приготовили для людей малоимущих. Организаторы рассчитывают на поддержку граждан и предлагают всем желающим принять участие, оказав поддержку в наполнении специальных полок. Аналоги подобной акции есть во многих городах, во многих республиках. И Абхазия не стала исключением, поскольку такое мероприятие крайне необходимо в нашей республике, как оказалось. И акция «Полка добра» стала первой акции благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии». Буквально после съезда нашей организации мы решили перейти от слов к действиям. И сегодня в магазине «Сухумаркет» мы открыли первую полку добра. Полку добра наше движение будет периодически пополнять, но мы очень рассчитываем на поддержку наших граждан, на их сочувствие, сердоболие и на то, что они будут приходить и сами пополнять продуктами данную полку. Следующим городом у нас будет, скорее всего, город Кварчал, Ачимчира, Гагра и все остальные города нашей республики. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.